Паўдзельнічаць у абласным чэмпіянаце па дзюдо ў Баранавічы з'ехалася каля сотні спартсменаў з усіх куткоў рэгіёна. Гэта хлопцы і дзяўчаты ва ўзросце ад 15 гадоў, якія выступаюць у 9 вагавых катэгорыях. В настоящее время популярность единоборств растет в Республике Беларусь. Особенно это борьбы дзюдо, так как этот вид включен в олимпийский вид спорта. Но и наряду с этим борьба самбо тоже популяризирует. И в 2019 году она впервые включена в Европейские игры, которые будут проходить в городе Минске. С достижения Брестской области в этом году у нас представитель школы Ляховичей занял на чемпионате Европы среди молодежи второе место – Церпийский Улан. Сярод удзельнікаў чэмпіянату і аматары, і прафесіяналы. Да прыкладу, баранавіцкі спартсмен Александр Панасеня у дзюдо з 8 гадоў. Зараз ён уладальнік першага дана. За все свое время, которое я тренируюсь, добился на чемпионате Европы, был третьим. На чемпионате мира один раз по кадетам я ездил, вторым стал. И в Румынию ездил, тоже третьим стал. Вот этот спорт характер закаляет, нравится, затягивает. 26-гадовая Евгения Шалойка таксама уладальніца першага дана. Некалькі разоў станавілася прызёркай чэмпіянатаў і кубкаў рэспублікі. Зараз гаворыць, бліжэйшая мэта – званне майстра спорту. Сейчас в декрете пока что, но вот вернулась, мне этот спорт очень нравится. Он развивает силу воли, целеустремленность, такую стойкость характера развивает даже у девочек. До речі, дзяўчат у адзінаборствах становится усё больш. У чемпионате Брестской области их ровно полова. Девчонки, как правило, они более характерные, они более физически крепкие, в отличие от ребят. Ребята набирают физическую форму попозже, а девчонки, они все-таки более созревают пораньше. И очень много в наше время сейчас девчонок, которые действительно целеустремленные, упорные такие, не хотят проигрывать. Ученица Скрипник Дарья на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро представляла именно нашу Брестскую область. Поэтому всего ездило 2 человека, значит, вот Дарья и Шершень Олег со всей республики. Абласное спаборніцтва – адборачны этап да рэспубліканскага чэмпіянату, які адбудзецца на пачатку будучага года. З пераможцаў сфарміруюць зборную каманду, якая і будзе змагацца за гонар Брэсцкай вобласці. Алена Ракусь, Олег Завадскі, Юрий Титов, телерадиокомпания «Брест».